Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Мы продолжаем серию мастер-классов, выпусков в студии у Евгении Щукиной. Женя, сегодня мы будем делать очередную красоту, да, своими руками. Это у нас брошь, булавочка. Декоративные. Ага. Мы сейчас будем пробовать в стиле гранж. Будем использовать различные материалы, то, что подручные, да, я тоже называю цепи, стразовые нити, а также мы используем различные биконусы, бусы, потому что тут такой стиль, мы можем по цвету, по форме, по стилю, да, туда, допустим, разбавлять различные материалы. Мы будем составлять свой вкус, ну, как по своему вкусу, да, по твоему вкусу. И будем творить шедевр очередной. Вот на примере даже вот у нас лежит, да, вот это вот такой один из лаконичный примеров, стиль. да, булавочки. Смотрите, можете, как будет смотреться, Да, да? она очень, как сказать, гармонируется с любой одеждой, и с платьями, и с блузками, и с пальто, да, и с различными вообще пиджаками, потому что сейчас это опять стильно, модно. То есть куда угодно можно навесить. Да, ее куда угодно, так, тут другой стороной. Да, оказывается. Да, даже вот если мы приложим очень красиво, да? Катюши, смотрите, как это очень красиво смотрится, стильно. Такие аксессуары, они всегда дополняют и подчеркивают стиль, что у человека есть вкус свой, да? Да, и мне кажется, даже если вот человек думает, да, что же надеть, там, колье, кольцо, серьги, да, можно обойтись даже вот просто аксессуаром, да, только булавочкой и уже как бы подчеркнуть. Не обязательно все на себя нацеплять, да, просто свой образ. Достаточно одной детали какой-то. Ну и что, с чего мы начинаем? У нас есть вот такие уже заготовки, да, ну, в смысле, булавки, уже готовые. Да. Основа наша, основа, потому что это основная деталь, на которой мы будем делать декор. Здесь мы будем сейчас разбавлять все, что у нас подручный материал, мы особенно сильно не готовились, да, как бы не выбирали. Мы, как всегда, будем импровизировать. Самое интересное. Да, самое интересное, это вот как, когда к нам приходят клиенты, мы тоже вот быстренько все импровизируем, потому что я всегда говорю, спонтанно это самое лучшее и красивое и шедевриально, да? Вещь, да. Давайте начнем. Мы уже вот, Катюша уже выбрала себе основу небольшую. Мы будем сегодня работать через ювелирный тросик. Это вот такие тросики идут, проволока гибкая. На нее вот собирается вообще вся основная бижутерия, да, украшения. Ну все, Катюша, давай начинаем. Выбирай бусины. Я вот заметил, ты вот тебе понравился хрусталь, да? Красиво, да, он так прям блестит, черный, да? Кстати, у нас материал это хрусталь, это хрусталь, да, идет. У него очень красивое гранение тоже, качество такое, люкс. Мы с люксом работаем уже очень давно. Красиво. Мы будем сейчас составлять тоже рисунок свой, да? Давай примерно композицию, да? Везде свой там стиль, да? И композицию. Так, ну я хотела бы, чтобы у меня тоже вот так вот висело, как она будет в этом случае, да? Она будет длинная у тебя. Мы сделаем многослойность. Такой рисунок мы будем делать. Между бусинами будешь вставлять вот такие, но рисунок ты должна соблюдать. Давай, пускай так будет. Потом добавляем жемчужную. Нормальный цвет, смотри. Просто можем однотонный черный сделать. Ну, чтобы слишком тоже... Да. Или вот такую бусину будем гематит натуральный вставлять. Тоже красиво. Давай его. Все. Вот это он же, да? Я хочу отметить преимущество вообще нашей работы. Ну, вот, мне кажется, к тебе это тоже вот относится, потому что ты же с творческими людьми работаешь. У нас преимущество большое в том, что мы через какой-то промежуток времени, допустим, час-два, мы уже видим результат. И мы уже получаем удовлетворение. Как сказать, это, прикинь, когда ты получаешь результат сразу, это же твой мозг уже такие эндорфины, да, получает. То, что это уже такой эффект, как там, мотивации. Ну, что типа можно еще делать, да, что-то развивать, расширять вот это горизонты фантазии, да. Ну,
Смотри, ты сейчас пока, допустим, через час, как брошку закончишь, ты уже увидишь свой результат. И ты будешь очень счастлива, потому что он у тебя получится лучше, чем, допустим, ты в голове придумала, да? Когда ожидание и реальность, да? Да, и когда Ну, в бывает хорошем плане. В хорошем реальность смысле. бывает еще лучше, чем ожидание. Но иногда ты же даже не знаешь, да, что там просто делаешь, и потом уже в конце такое классное этот. У меня закончились эти штучки. Серебристые. Это гематит. Так вот Мгм. получается. Шикарно получается, да? Немножко будем, примерно ориентироваться вот на трубочку эту нашу, чтобы она в серединке болталась. Ну, мы ее, по идее, можем и сбоку повесить, установить. Да, мы вот к финишной подошли, первый наш круг. Финишная прямая, да? Сейчас Так. будем закреплять. Вот И- что у нас получилось примерно. Сейчас будем вот так крепить. Да, у нас еще есть, кстати, ориентировочная серединка. Тоже мы ее придумали, да? Чтобы она была такая необычная. Ага. Все, сейчас мы закрепим. Так, ага, теперь мы делаем вторую нашу нить, второй слой, да? Так как ты любишь стразы, кристаллы, мы их тоже поверх тут добавим. Ну, примерно прикладываем, что хочем, да? О, вообще шикарно, да? Да. Да, мне Она нравится. будет такая Очень. более... Мгм. Ага, все, тогда. Как бы более Сколько такую тебе- форму, да? Да, какой Мгм. размер хочешь? Ну да, вот чуть длиннее, наверное, да? Еще длиннее? Такая Не. до пояса. Ну да, где-то так, наверное. Ага. Так, да? Ага. Ага. Нормально. Или еще вот так. Ну, смотри сама. Давай вот так. А, давай, смотри, вот так. Или вот так хочешь. Ты хочешь тебе носить. Так, ну что ж. И все, на этом мы закончили. Шучу. Для этого нам потребуются специальные тоже зажимные тоже кремпы. Есть. И еще есть зажимные такие вот штучки. Вот эти вот. Мы там в них будем прятать нашу стразовую нить. Мгм. Прятать и зажимать. Много удобных сейчас. Сейчас очень много стало удобных всяких деталей, потому что, мне иногда, знаете, я настолько бывает задумываюсь, думаю, кто это придумал тоже, Придумал, да, Это кто же создал. гений, ну. Почему про них тоже не говорят, да, что я придумал Крим, допустим. Только про Эйнштейна говорят все, да. Смотрите, Да. смотрите, да. Видишь? И вот буквально за считанные секунды, да, Профессионально, готовы. да, все. Да. И теперь наши. мы через колечки их будем сюда устанавливать. Где? Так, смотри, вот это мы раздвигаем в стороны соединительные кольца, Мгм. и потом мы их соединяем. Мгм. Мгм. Чуть-чуть еще эллипсоиды делаем. Ага. Чуть-чуть так. Оп, ага. Так, здесь у нас будет задняя часть. Сейчас еще посмотрим. Это передняя. Да, тут. Ну, сразу выравниваем, ага, чтобы она тоже Как на лицевой, одной. да? Ага, и- лицевая. Такой вот ровненький должен быть у нас стык. И мы немножко его еще эллипсоиды делаем. Давай серединку закрепим сейчас. Давай. Висюльки просто можно также еще проложить путь, дорожку.
здесь просто середину закрепим, ага, так. давай. Пускай нагревается, Да. чтобы она интересно. Ага. Сердечко. Ой, как красиво. Вообще. Вообще, да, уже? Очень. Шикарно, Очень. да? Мгм. Хочешь, мы еще добавим? Кстати, можем еще цепь добавить крупную. Где-то здесь тоже можно болталось. Можно. Хочешь? Мгм. Вообще шикарно. Ты поняла принцип, да? Мы можем Мгм. его напичкивать Мгм. чем захотим. То есть не обязательно ограничиваться вот Вообще. этими кольцами, которые, да, Да. у самой булавки, да, то есть дополнительно Да. можно как-то вставить Мгм. что-то. Смотри уже как. Да. Уже вот Ай, по-другому, да? Мы Ага. еще можем сюда на кончик сделать какую-нибудь каплю. Давай сделаем. Посмотри-ка. Тебе Вообще, нравится? да, очень нравится. Мне кажется, это шедеврально. Мгм. И вот смотрите, как это даже вот, ну, я вообще такой человек, который очень любит черное. Да. Ну, как бы это цвет повседневный и в жизни очень практично, да. И я считаю черный вообще очень стильным на Да, самом деле стильный цвет, цветом, поэтому стройнящий. для меня всегда вот важно, что мне кажется, что на черном особенно классно смотрятся аксессуары, Мгм. ведь, да? А мы сделаем каплю. Мы сейчас максимально разный материал туда Мгм. нашпикуем. Мгм. Ага. Я всегда поражаюсь, что у Жени в творческой студии всегда рождаются такие вещи, изделия, да, которые Необычный вот, материал. да, которые тут же рождаются у тебя на глазах, которые видите вы своими глазами, да. И в итоге, ну, я всегда говорю, что это вещь, которую можно увидеть только там на витринах, да, как мы с детства Да. привыкли, да. Но все же это делается чьими-то руками, правильно, да. И Каким-то вот как- мастером, да, тоже? Да, и все это выглядит так очень аккуратно, профессионально, эстетично, очень модно, стильно. И опять здорово, же- что у нас есть такая возможность. Вот. Я опять же отмечу, что это у нас единственный экземпляр, да? Мгм. Эксклюзив. Эксклюзив. Сейчас Катя уйдет, и я еще такие делаю несколько. Так что можете прийти к нам и их приобрести. Да? И будет как у Кати у вас. Как у Кати. Да. Очень красиво. Еще можно назвать стиль Кати. Так что, телезрители, можете прийти и Стиль сказать, Кати. да, можно, пожалуйста, нам такую вот обвес или булавочку, да, как стиль Кати. В стиле Кати. Смотри. Ну, это ты прямо внесла тоже свою эту, да. Ну, мне кажется, Женя уже очень хорошо знает Катю, поэтому, да, проблем никаких не составляет даже в цветовой гамме, да, что-то придумать по стилю и вообще в целом. Вот здесь, да, подвешиваем серединки. Мгм. На каком хочешь уровне? Можем длинную вообще сделать, можем короткую. Давай чуть длиннее вот этой, да, Ну, где-то давай. вот так, да? И туда что-нибудь закрепим тоже. Да. Вот. Видите, как красота богатая получилась, да? Богатая, конечно. Брошь, Ага, ты ее хочешь одеть, да? булавочка. Или нет? Я хочу, давай телезрителям напомним, да, что мы здесь использовали. Какие камни, насколько я помню, хрусталь, да, был? Да, тут у нас Ага. материалы радированные цепи. Это Мгм. корейская люксовая фурнитура у нас, которая не ржавеет, не темнеет. Также мы использовали гематит, это камень тоже. Мгм. Потом мы использовали рондели хрустальные и капли тоже хрустальные, крашеные, да, получается. И цепи. И опять же вот гематит. Мгм. Вот на кончиках как раз можете обратить внимание. Ну и стразовая нить, тоже про нее не забываем, тоже корейская. Здесь вот девочки вас научат абсолютно всему, чему, Да, у да? нас все мастера тут работают. Что душе твоей угодно, как Всё, что говорится, угодно. да. Ага, потому что все, что мы видим здесь, в студии, все сделано своими руками. Душой. Да.
Душой. и телом. Душой и телом, ну да? по идее. Ага. Женя, вообще, ты сказала, да, вот пока мы с тобой делали, общались, ты сказала, что очень много людей приезжает с улусов, с районов Якутии, да? Да. Что вот чаще всего интересует людей? А, Какого плана мастер-класс? Некоторые приезжают, кто-то подтянуть. Допустим, многие, недавно вот женщина приезжала тоже с Улуса, чтобы подтянуть точную роспись. Мы ее вот обучали тоже. У нее как бы она технику знает, но мы ее как бы на повышение, как бы более ей углубленный материал рассказали, и мы ее направили. И она вот еще такой перфекционист, тоже талантливая. И сейчас она вообще шедевриально тоже работу свои делает. Как бы некоторые, бывают, техники знают, но не до конца. И мы обучаем той методике более легкой и более доступной, уже более на профессиональном уровне. Так что, ну, у нас разные, у нас очень много направлений, и люди вообще с разными запросами бывают. И папье-маше, и там, и бижутерия, и там различные, даже гипс, глина. Мы же тоже уже делали тоже. Даже картины, ну, техники. Там же техники мы тоже придумываем в процессе. Так что к нам разные приходят люди. Да, и вот техники, кстати, некоторые бывают, мы что-то тоже, бывает, материала какого-то нет, и мы придумываем способ, и такие, о, новая технология, и мы это начинаем сразу показывать даже своим покупателям. Они приходят за материалом, мы говорим, вот тут есть такая новая техника, и просто бесплатно им показываем. Ну, так что к нам еще выгодно тоже приходить, потому что у нас все мастера, и мы еще консультируем, как можно. Допустим, если ты хочешь собрать, мы тебя проконсультируем. И вот. А если ты хочешь прийти прямо посидеть, мастер-класс взять, то мы уже обучаем там. То есть просто взять совет, проконсультироваться всегда можно, да? В любой день можно. Также может просто прийти со своими... Вот, кстати, мы сейчас запустили еще в последнее время, мне кажется, мы единственные в городе, кто запустили тему реставрации старых украшений. К нам приходят прямо люди со старыми украшениями от бабушек, прабабушек, которые они не носят. И мы их сочетаем с новыми материалами, Ну, чтобы так здорово, да, и получается, идея чтобы в этом времени они тоже это носили. И мы эту тенденцию запустили, называется тоже реставрация. Зато украшение еще проживет век. И мы прям все реставрируем, собираем. Вот обычно бывает жемчуг тоже барокко, там старенький, такой, мы его прям чистим, показываем. Ну и в общем они со своей душой, со своей энергией собирают себе же украшения. И получается там 3-е, 4-е, 5-е колено. Да, вот. Это же здорово, да? Это же еще и история. Это история, раритет, да. Да, твоя память, которая сохранилась и в каком-то новом, вот, да, в современном виде. Да, и как бы, возможно, в этом времени мы более еще шедевриально создаем, ну, который может еще сколько поколений там, да, будет нести историю. И вот мы тоже сейчас, идея возникла, что нужно... Ну, мы хотим записывать видео такое. Ну, то, что ты пришел с украшением, и мы хотим прямо украшение рассказывать историю. Ну, типа сопровождающий, как мы его реставрируем тоже, либо с клиентом, либо сами. Ну, вот ты заметил, что мы любители вообще украшений. Ну, мы мастера, просто универсалы, мы любим все. Но вот про украшения тоже отдельная история. Я думаю, если мы запустим это тоже, ну, вот, видео с историями, это будет классно. Так что я думаю, что ты можешь в следующий раз тоже принести какие-то старинные свои... Да, кстати, очень хорошая идея, и мы можем тоже прям что-то помедитировать, сотворить. Порассказывать, да, и я думаю, это тоже как будет свежий глоток, и интересно будет для телезрителей, то, что как бы историческое же украшение, да? Допустим, ты вот украшение это запомнишь, будешь рассказывать, что ты приходила ко мне однажды под каким-то там за окном в сентябре был снег, да, когда он вообще не должен быть, да? Про погоду скажешь, типа, мне было грустно, но мы собрали украшение, я получила от него такой заряд. Конечно. И это же по сути тоже история, воспоминания, и ты так будешь его передавать, это украшение тоже ценителям, да, вот. Своим родственникам там. Что я хочу сказать, да, очень здорово, что у нас столько людей хотят заниматься творчеством, хотят творить, и главное желание, и очень здорово, что есть такие места, где этому можно научиться, и всегда здесь с распростертыми объятиями, да, как говорится, примут, научат, обучат. И очень здорово, что у вас всегда
всегда много креативных идей. Нет предела совершенству, как говорится, да. Мы ждем с нетерпением, кстати, Женя, новогодних мастер-классов. Мы уже, да. Да, мы уже кое-что запланировали. Мы уже с тобой 3-й год, да? Или 4-й? 4-й. Очень сильно люблю Новый год и Рождество. Для меня это такие волшебные вообще это дни, месяца, да. И мы вообще дом украшаем уже чуть ли не с октября, чтобы подольше эта красота простояла, потому что это заряд, тоже настроение, праздник. Я всегда заядлый пропагандист вот этого красоты. Я считаю, что через красоту мы больше креативны и можем менять даже мир, вообще все вокруг себя, да, и заражать это тоже людей, да. Я считаю, что это нужно всем. И я жду, когда вы придете, и мы начнем уже давать новые идеи. Сейчас будет год, приходящий уже лошадь. Мы должны обязательно сделать в этом году символ года приходящего, потому что лошадь будет нести гармонию, счастье и вообще, чтобы, как сказать, не пахать как лошадь, а лошадь символ должен быть дома, ну типа все в балансе. Это тоже такая, да, философская тема и духовная. Так что будем делать несколько видов, скорее всего. Несколько передач будет чисто, да, у нас лошадки разных видов. Здорово. Да. Ну, ждем с нетерпением. Кстати, да, кто не знал, предстоящий год 2026 под знаком лошади. Поэтому, чтобы не пропустить интересные мастер-классы с Женечкой, оставайтесь на нашем телеканале. Ну а все выпуски, которые вас интересуют, которые вы пропустили, всегда можете найти в социальной сети ВКонтакте. Жень, тебе огромное спасибо и до встречи. Ждем с нетерпением. Спасибо. Следующей встречи. Что мы пришли. Пока-пока. Пока-пока.